Наряду с премьерами новых постановок, фестивалями и гастролями есть еще одно событие, к которому актеры готовятся и которое предвкушают. Конечно же, это новый театральный сезон, открытие которого у каждого театра проходит по-своему, как, впрочем, и спектакли, которые выбирают режиссеры для показа на открытии. Свои двери в новый 38-й театральный сезон открыл Государственный драматический театр имени Идриса Базоркина. Выбор спектакля был очевиден, поделился с нами художественный руководитель Иса Чахкиев. На суд зрителя будет представлена недавняя премьерная постановка адыгского режиссера. Новый театральный сезон, 38-й театральный сезон, который мы открываем сегодня премьерным спектаклем. Мы им заканчивали наш театральный 37-й сезон, ну и открываем 38-й наш театральный сезон. Что это за постановка? Комедия. Учитывая всю сложность всех событий, происходящих в нашей стране, в России, я думаю, что есть необходимость поднять настроение нашим зрителям, нашим дорогим зрителям, потому что сегодня настолько сложно, настолько проблематична наша история, что лучше всего поднять дух этого народа, поднять им настроение с тем, чтобы они 1,5-2 часа от души посмеялись, вспомнили только хорошее, помнили и артистов наших знаменитых, чтобы они не забывали. Но как я вижу по посещению сегодня, зрители нас поддерживают. Я очень рад, что они идут. У Ингушского театра есть свой зритель. Я думаю, что они всегда будут приходить и в выходные, и в рабочие дни, чтобы мы их чаще баловали и понимали, что сегодня национальная культура – это основа, база создания любой государственности. Преодоление трудностей. Мне кажется, чем больше проблем, чем больше бывает трудностей, у настоящих профессионалов появляется возможность найти ту задачу, смысл, помочь. Если ты профессионал, ты должен преодолеть эту преграду и сказать, что мы можем и в любые времена работы, лишь бы наш ингушский народ был с нами, чтобы мы были вместе и прошли этот трудный этап. Кто-то уже видел спектакль «Эх, женихи», кто-то впервые, не только на данной постановке, но и вообще в театре. Свой небольшой соцопрос мы провели среди зрителей. Вы сегодня пришли на спектакль. Что за спектакль ожидается? Смотрели вы его ранее? Нет, я первый раз пришла. «Эх, женихи». «Эх, женихи», да. Как вам кажется, о чем будет спектакль? Ну, конечно, о молодости, о женихах, о молодых людях. Вы часто ходите в театр? Не часто, не получается. А что ожидаете от постановки? Хороший спектакль посмотреть. А раньше не был никогда, да? Нет, Как тебе кажется, что будет? не знаю. Посмотрим, да? Да. Что смотрели ранее? Ой, я не помню уже, я маленькая была. Как? Я была маленькая, когда здесь была. То есть не помните, да? Не, По сути, это впервые, да? да. Постановка «Эх, женихи». Как вам кажется, что там будет? И пока не знаю, думаю, весело будет. А какая мысль вообще, какие мысли? Честно, никаких. Вы в театре впервые? Нет, А что ранее смотрели? уже догадался. А вот эту постановку смотрели? Нет, первый раз. Как вам кажется, что будет в спектакле? Только сидели, рассуждали. Ну и какие мысли? Хамхацу, хаудукханс. Сосе ягар илиш. Марка, как вам кажется, театр уже есть какие-то эмоции, впечатления? Я, ожидаю что-то положительное. И веселые. А вот сама постановка, название уже, как вам кажется, о чем будет? Вот сама фраза «эх» и запятая, да, вот там восклицание. Честно, даже не знаю. На открытие нового театрального сезона собралось большое количество зрителей разных возрастов, профессий и интересов. Зал Назрановского дома культуры был забит до отказа. За несколько минут до начала постановки мы побывали за кулисами. Тут царит полная сосредоточенность. Актеры пытаются настроиться, но мы все же успели побеседовать с ними. Волнение не то, что в начале. Всегда волнение имеем. Без волнения вряд ли что получится. Я прав, Марк? Конечно. Да, начнем разговор. Если нет волнения, нет актера. А вот, сейчас открытие сезона, да, что вы ставите и кого вы играете? Пока не ставим, но наш ведущий спектакль. Ага, сейчас начнется спектакль, уже директор шел. Извините.
И вот началась постановка «Эх, женихи». Коротко расскажем суть спектакля, а уже после углубимся в сам сценарий. Работу над этой постановкой театральная труппа начала еще весной этого года. Сам спектакль зритель уже видел, правда не ингушский, а адыгский. Постановка многие годы ставилась на подмостках адыгейского театра, и режиссер Аслан Хакуй решил привести спектакль в Ингушетию. После перевода на наш язык начались репетиции, а затем и премьера. Секунду. Стоп, пауза. Дай там, потому что продолжим. Осмотрись. Это твое будущее хозяйство. Ты заведуешь. Мы сотрудничаем с театральными коллективами Северного Кавказа. Если к вам приезжают гости, режиссеры, профессора, это значит авторитет, это значит уважение, это значит мы вместе создаем праздник души. Мы хотим поднять настроение своему народу, мы хотим вместе пройти эти трудные месяцы, годы, чтобы нам было все-таки интереснее жить. Национальная тема – это всегда интересно. Женихи, уже само название «Эх, женихи». Разворачиваются события этих отношений молодого человека, девушки, и интрига разворачивается вокруг этих всех событий. Результат, финал всегда будет, я думаю, победным. Мы все будем счастливы, мы все будем радоваться победе. Это тема все-таки нашего кавказского менталитета. Ансамбль актеров великолепный. Вы знаете, я много видел театров, не потому что я хвастаюсь. Я начинаю с Сибири, заканчивая Калининградом, начиная от Европы до Азии. Много видел театров. Очень мало театров, в которых осталась именно театральность. Очень мало. Или в силу каких-то материальных недостатков, или в силу каких-то творческих недостатков. Очень много на Кавказе таких. Просто номинально называются театрами. А вот здесь, в Ингушетии, Государственный драматический театр, здесь сохранилась и творческая атмосфера, и материальная атмосфера. Единственное, просто жалко, что у них нет своей сцены. Как это жалко. Жить в этом помещении, существовать в этом помещении, рядом иметь такую прекрасную сцену и нет возможности выходить, это меня чуть-чуть коробит, конечно. В спектакле рассказывается история любви молодой студентки, племянницы председателя фермы Сусана и рабочего этой фермы Шахама, которые не равны по своему социальному статусу, мешает пожениться им не только сословные различия, но и рабочие фермы, которые так и норовят лезть женихи молодой красавицы. Интриги, недопонимание, жесткий сарказм – все это стоит на пути влюбленных, но несмотря ни на что, судьба сводит их. А теперь, как и обещали, рассказываем, как все происходит. Начинается постановка «Эх, женихи» с картины, в которой видим обычную домашнюю обстановку в простой ингушской семье. Появляется хозяйка дома Зейнаб, накрывает на стол для Шахама, работника фермы, или правильнее сказать колхоза, в котором они работают, и сторожа Харона. Из беседы мы понимаем, что Зейнаб недовольна своим зятем Хапи, который только и делает, что бездельничает и увлекается спиртными напитками. А кешмечо чам был скотом бе кешме бацанье. Я рабокой доуни левов. Вера гадут веру ши хаштар. Бузуя. Я автозна. Happy happy gistol ba tansan kanal bitol ba. Azama yettami rügyatsa. Şey biz bani şaca yottı gitsa. Bari gibi bu şu şey. Dip kalsın gezeyim. İyi o gusotsun kartoye. Oha tamam.
Как и ожидается, появляется и предмет обсуждения – зять Зайнаб Хапи. И тут же женщина уходит, поскольку по ингушскому и адыгскому обычаям зять и свекровь не должны видеться. Хапи появляется в компании со своим товарищем Хачиком, который зовет жену друга на сапхан и просит накормить их, но Хапи не очень-то рад своей жене. حلقوا الوقت يا مش خزانين دول ها خلاص أما بابا تعال على والبغداد ديش ثاني واحد حلو حلو يزم بابا تعال ملك بدي ستوب لا ما تخافوا Видим мы и появление в постановке и заведующего фермой Шафи, а чуть позже и главной героини Сусаны, его племянницы. Ее появление особенно рады двое товарищей Хапи и Хачик. Их восторгу нет предела. Девушку представляет Шихам. Сусана понравилась всем работникам фермы, но Хапи и вовсе планирует жениться на ней. Делится он своими мыслями с товарищем. شحم في الصمدو اي في شحم في صمدو ها صمدو وانا خلصت وقتت ايش ده بطل تعقيبات شعب يقطع دهون وتعالى ماركتيش بات ظاهر لك وقت كبير ده قال سوق حد بيحكي وقت بنيا لا صح هتساعدك يا راجل الله يحاشي لا تاكل لا هذا هو البلد وين الحمد لله عايش جلسك سوق خياط شو تأخذ جلسك كونا جيرم غلغة سبق ماشي Красивая мелодия, а затем и появление Сусаны и Шахама говорит зрителю, что сейчас их ждет одна из самых главных сцен спектакля. После тензера верно. Дук ешем аж Сейн хайбаш бальцедеч. Цангун умышт цахеч. Зублангю, змышт плачешь. Может лала сейн хай. Азам дикасте да да. После там я гаякца дишая. А сенде даю ляка. Каста гуд дохар. Всех мой. Докар алшдергол потому что лучше. Сусана, да, вил горн додец. Силуш, погош, сирда дианш, десер.
Yo hakkı oluk işte parlak etsin. Что видишь, Лил, хамда цуалыш. Где тоже модель бити, фирме видишь папа. Sol dokuz dadıysa korktu kabal bolsa. Dutveyiz. Sol dikkat içmeyi boş değil o kız parlatmış. Hayal ahal. Если любовь между Сусаной и Шахамом взаимна, то Насыбхан страдает от недопонимания с мужем. Она делится своими переживаниями с матерью. Зайнаб пытается дать дочери дельные советы. عينك اجت ناغر احكيت الدقيقش صرت كنت عجب يلي ضح خسا ضح اشتغلت اوه ماما اشتا صداقي حتى ما ياتي مقجح تاخذنا هاي اصلا شوف تيجي ضح الصداقه يا بزعج عالطول Так и не найдя лучшего решения проблемы, Зайнаб предлагает дочери напоить мужа приворотным зельем. Та, чуть поколебавшись, все-таки решается. Но, как и положено в комедии, приворотное зелье пьет не муж Насыбхан, а Шахам. Насыбхан, усудек чудвалы, рухори. Здесь. Шпал. Казимирис кордер дурон. Подожла. А я лехал долеча. Влюбленный Насыбхан Шахам заронил в ней надежду, что, возможно, это судьба. Поверив в сильное действие зелья, Зайнаб подсыпает его и в кефир сторожу Харону. Но с него как с гуся вода, на него ничего не действует. Или, может, действует. Но не будем раскрывать все карты разом. Мяжи! Мухлёвы сам видели. А вот мне хасака хочет дать. Вот он вверх, вот он вверх. Да, лохок согреется, магич. Надежду на то, что молодая девушка выйдет за него, не теряет и Хапи. Они с другом идут девушке свататься. Hoje sei samo dar para se tasseis. السامر قصدي تخيل أن يحسب ظهر ديالي أرتيست يحسب باوزر سيلا بغدا والله نقول ضل ديكات عيال تتخيل الزحاش Voltas. غادي نقول فيلم الغوط الموتوع بيشتري غادو قدني تأخذ شقدق بيزي بطي والله تسبع حي صبيحك حاشي وارش خطوة تصير وجدي سنة داخل عندك دي بقى Sem carado, tio, só não vou de fazer isso. والله حبيبي سنة
كشل تقايد أزواج وصديقة ونقصوا حب أرجع جنسة دي ما لم يجد على أساس وصوت وحيزن تدعو وشي ثاني لا لا رجع تعمل ولا حاطين خلطة لا قوية نجع سدس بيز مو تاني لا غير جان تدخل على الجسر صار يا سيدي يا أخوان سوسة وأنا بجروك خدت يا شيء دعوة دولار بس دي قبعة وقت جت وقت صباح أنت شو يسفت سيوش يخد سبيعه حد هاي هو عليه حقوق ده عندي هنا كم رزق حدل الدرع ميديا فتشون سوغر يشر زين هبا يهرب أول اسم أول ها هو حسن سوسانا سود مالي يوخ يا ياخد Еще большую сумятицу чувства Сусаны вносит Насыбхан, который говорит, что Шахам влюблен в нее. Насыбхан, جان شون يقربوك جان إندات أو كذا خد إني جمعت على سلطان توسجات لا توسجات بديان تقول هذا سمعني يوم شامس كنا عطير دينو حتى والش حمال عطير حتى مو يعني وصير زوجي لا حتى Насыбхан, متيش واتسو يحيو حنو يحيو Насыбхан егер حرام نانز عليها. Дядя пытается успокоить Сусану, говоря, что не надо верить во все слухи и сплетни, что Шахам хороший парень, но девушка не верит. شابافوت هندق ديخار فندق دي غلاها أيازدر حبيت حنسخ كاخد حواتش ميجي يحسي هاز يازدي دات وشو يبيزش بليش ميجي دات اسخط ببين أيازدي يعني يازدي دات سун могут дать цей пакет язди. Собак ты сей подругой язди, цехи пакет там досуг. Змигдием. هذا وجد Подтверждает опасения Сусаны и разговор между Хапи и Шахамом, свидетелем которого она стала. خداسي حتى هذا خلدي يسر والمجاهزة صوبة وصوب مش عارف سيبارجش بعد ينسوا ليش كلهم تغوجهم عنده صداقة سون بريجي خوهم سون عاوش كنيسكين بوشين كيف موفتي يا أخي لقد بيزن بحبك. Сусана ошибочно считает, что двое товарищей говорили про Насыбхан, а не о ней. Спасает положение записка, которую Шафи вручает Хапи как подтверждение любви Сусаны, чтобы заманить его в дом девушки. Сегодня я была на ферме. Там я повстречала того единственного и желанного, которого искала мое сердце. От радости и смущения голова моя закружилась. Хапи верит Шафи и планирует похищение девушки. В ночь перед умыканием мы видим, что сторож Харон также признает в своих чувствах Зайнаб. Харон, собой третье. سمولي يا خارون كاس تتعدوا الدين سقردن حبوين شافا هاي
Садик Эрдерсахог. Да, Зейнок Чалом да Дусу. Дик Касик я Зейн. Дик Ценнан я. Зейн, да, Зейн. Зейн. حيرة زين بقدوش على الديزر. شيء عندها بركة يا خداس. Концовка спектакля, как и положено, воссоединяет несколько людей. После похищения Насыбхан радуется, что, возможно, их семейный очаг зажегся с новой силой. Спектакль закончился, и главное, зрители остались довольны им. Понравилась вам постановка? Да, очень. Что особенно запомнилось? Ну, абсолютно все. Там такого выбрать ничего нельзя. Все было прекрасно. Особенно детям понравилось, да, очень. Еще будете приходить? Ну-ка, разумеется, конечно, мы будем обязательно. Понравилось? Да, очень. А какие моменты запомнились? В том, как выступала Сусанна и вот Хабиб. Самый лучший герой, актер какой был? Сусанна. Еще придешь в театр? Да. Вы в театре всего первый раз? Да. И еще будете приходить? Обязательно. Я получила очень большое удовольствие, очень темперамент, именно в вот этот темперамент. Настолько это наслаждение, и хочется вот обратиться к молодежи, чаще ходить в театр, посещать, тахан вы цивилизованно, нардовы, вы раскошты массана, да, ухоживай молодежи. Я хотела обращение к молодежи, чтобы они ходили почаще, хозяевай молодежь, ханс, вечер хоза мягкий, вечер дикак кантибац, вы да ара, да хошвейн хождыс, дал эхту бакл бакар, дал шой дешра, техпуш, шой гулк дал низлу бакан. А артистам большое спасибо, потому что они так красиво поставили это все. Это национальное, это все такая красота, вам не передать. Мы всегда с удовольствием приходим на все постановки этого театра. И понравилось то, что на нашем языке, и то, что все, что вот нашему народу свойственно, весь юмор был вложен в этот спектакль. Всегда с удовольствием приходим и советуем всем приходить в театр. Это всегда интересно и познавательно, и весело. Мне понравилось, как они танцуют. Очень интересно было. А ингушский язык? Тоже. Понимал? Да. Новый театральный сезон начался, а значит, драматический театр порадует своего зрителя новыми постановками. Одной из главных станет спектакль по произведению немецкого писателя Фридриха Шиллера «Коварство и любовь». Только он будет на ингушском языке.